Итоги первого дня соревнований подведет старший тренер сборной Ингушетии по дзюдо среди взрослых Аюб Евлоев. Он сейчас в нашей студии. Аюб Мусаевич, ассаламу алейкум. Приветствую вас в студии, нашей студии. Сегодня начался турнир по дзюдо памяти Магомеда Парчиева. Вы весь день там находились. Расскажите, какая атмосфера царила во Дворце спорта Магас? Ну, соревнования начались в 11 часов после небольшого совещания судей и представителей. Ну, как обычно, на татами было жарко. Зрители тоже не уступали в этом, болели за своих, каждый за своего участника. Много было зрителей? Ну, достаточно. Это как приезжие и местные, да? Ну, местных было больше, конечно, естественно. А так были представители там с Осетии, с Кабарды, с Чечни, даже с Карачаево-Черкесии приезжали вместе с командой. Там родители приезжали, братья. Все болели за своих спортсменов. По итогам первого дня у нас определились чемпионы и призеры в 5 весовых категориях. Это 60 килограммов, 66 килограммов, 90, 100 и плюс 100 килограммов. Вот, можете озвучить по фамилии, имена, кто у нас в финал ушел? Ну вот у нас в 60 килограммов практически вот весь пьедестал, это представители нашей республики. Это победитель, чемпионом стал Султыгов Ислам, серебро, соответственно, у Албагачиева Джабраила, и бронзовые медали Муталиев Адам и Магушков Акрамат. Это чьи воспитанники? Это воспитанники, победитель турнира, воспитанник Камурзоева Магомеда, Албагачиев Джабраил, воспитанник Икажевской школы дзюдо, тренер Муталиев Руслан, Муталиев Абубкар, Муталиев Адам. Ну, они братья все вместе. А насколько довольны были тренеры таким результатом? Ну, естественно, когда весь пьедестал занимает представитель нашей команды, нашей республики, это очень приятно, как бы в плане того, что ребята ничуть не уступили никому, как бы, и зрителям очень приятно было, и вообще, и тренерам, и для меня это, как старшему тренеру, я очень рад за них. И в других весовых категориях тоже наши ребята тоже неплохо выступили. Там в 90 килограммов у нас тоже чемпионом стал Угурчиев Рустам, он тоже представитель Икажевской школы дзюдо, тоже тренируется у Муталиева, Руслана, Бузуртанова, Астемира и Габасова и Марамбека. Очень красивую, яркую борьбу показал, техничную. На захватах очень хорошо работал, отработал как бы все задания, которые ему поставили тренера, он выполнил отлично. Я очень рад за него, желаю ему дальнейших успехов. И вот в 60 килограмм, как я уже сказал, вот эти 4 человека, всего у нас сегодня 5 человек, 2 чемпионов и 3 человека, соответственно, 2 человека бронзовая медаль и 1 серебро у нас. 5 человек с нашей республики. Остальные места распределились там представители Чеченской республики, весовой категории 100 килограммов, там чемпионом стал Сагаипов Исрапил. Соответственно, там представители Ставрополя и Дагестана. В тяжелой весовой категории там победители и призеры. Серебряный призер — это представитель Чеченской республики, чемпионом стал Джоев Аслан, он представляет республику Мордовия. И бронза тоже распределилась, также там Маргиев Ибрагим тоже представляет Мордовию, и Унароков с Карачаево-Черкесской республики. Ну, в основном все медали сегодня распределились по СКФО, как бы представители СКФО у всех призовые места. Победители и чемпионы определились как бы именно с нашего северо-кавказского региона. Аюб Мусаевич, касаемо наших спортсменов, насколько они мотивированы, насколько они подготовлены уже по итогам первого дня? Ваша оценка?
Ну, подготовка, бывают некоторые моменты, ребята были еще в 66 килограммов, наши ребята боролись, но они, как я вчера уже говорил, в основном это молодежь, и у них как бы они хотят бороться, рвутся к этому, хотят показать результат, ну, чуть-чуть и опыта, и в физическом плане, и не хватает их чуть-чуть, потому что как бы борьба, взрослая борьба очень сильно отличается от борьбы, когда ты борешься среди юношей или среди молодежи до 21 года. И взрослая борьба — это очень большая разница. Тут как бы максимально должен человек сосредоточиться и функционально, и физически, и морально, и психологически должен быть готов. Иначе результат до какого-то уровня, там 2-3 схватки ты поборешься, дальше уже тебя не будет хватать. Ну, с учетом того, что они, если они будут бороться вот на таких соревнованиях, со временем они наберут опыт и функционально, и физически, и психологически, во всех отношениях они будут готовы морально к турнирам, взрослым турнирам. Аюп Мусаевич, а ваши воспитанники участвуют в соревнованиях? Если да, то кто именно? Ну, от нашей школы, тот, кто вот у меня, кто тренируется, это с нами, мы вместе работаем, там Кадзоев Исраил, Кадзоев Ислам, мы тренируем вот в зале Халмурзаева Хасана. Вот, например, сегодня представитель нашей как бы школы, это Магушков Крамат, он стал бронзовым призером. И завтра у нас еще 2 спортсменов борются, 73 килограммов и 81 килограммов, есть еще ребята. Думаю, они тоже хорошо выступят. Там Парчиев Имран, Аздоев Умар. Вот надеемся, вот именно в этой весовой категории, в которой боролся Магомед Парчиев, что как бы наши ребята побьются за эти медали, и нам повезет, и если нам повезет, удача, если будет благосклонна к нам, чемпионом станет кто-то из наших ребят. Ну, это как бы это мое пожелание на самом деле. Ну, завтра узнаем. Татами покажет. Аюп Мусаевич, вы сказали, 81 и 73 килограмма завтра будут выступать на татами. Помимо этих весовых категорий, какие спортсмены еще будут выступать? Ну, сегодня вот основные 5 весовых категорий уже выступили. Там вот весовая категория 73-81 килограммов, их отдельно оставили, как бы для того, чтобы там побольше внимания, вот именно весовая категория 73 килограммов. Тогда Советский Союз, когда еще был, когда Магомед Парчиев боролся, там эта весовая категория была 71 килограмм. После этого уже 73 было. Вот именно весовая категория, в которой боролся сам Магомед Парчиев. Из-за этого больше внимания, вот уклон на эту весовую категорию. Ну и плюс 81 килограммов то же самое. Там очень хорошие ребята. Вот этот такой средний, вот этот вес 73-81 килограммов, как бы максимальный. Там побольше всегда участников бывает. И, ну, естественно, и приз там весовой категории 73 килограмма. Там первое место 100 тысяч рублей тренеру победителя, 50 тысяч рублей, ну и, соответственно, 30 и 20 тысяч за второе и за третье места. 81 килограммов, там 30 тысяч за первое место, 20 за второе и 10 тысяч за третье место. А сколько спортсменов будут бороться за главный приз 100 тысяч рублей, 73 килограмма? Ну, всего 40 спортсменов весовой категории. Довольно большая конкуренция. Ну да. И 81 килограммов тоже около 30 человек. И какие у нас шансы? Завтра татами покажет, потому что это такая весовая категория, что там как бы сегодня мы жеребьевку проводили и выбирали там наисильнейших, кто там будет основным, раскидывали их. Там очень много фамилий таких ребят, я знаю, потому что там по выездам на соревнованиях очень хорошие, стоящие ребята вот этих 2 весовых категорий. Даже там есть мастера спорта международного класса. Вот завтра узнаем. Будем ждать результатов. Благодарю за интервью. Спасибо вам тоже.